Осуществление строительства многоквартирных домов считаем нецелесообразным в связи с тем, что муниципальный район Печора является местностью, приравненной к району Крайнего Севера, и граждане, проживающие на территории района, в последнее время в большом количестве выезжают за его пределы. При этом на вторичном рынке жилья имеется достаточное количество предложений, позволяющих приобрести квартиры для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, находящихся в аварийных домах и включенных в программу. У граждан-собственников жилых помещений предлагается изъять принадлежащие им на праве собственности жилые помещения путем выкупа. На сегодняшний день сумма предъявленного штрафа составляет 25 миллионов рублей к администрации. Основываясь на экспертизе, проведенной ГКУ «Инвестстройцентр» Минархстроя, на реализацию проектов по первому и второму этапу не хватает порядка 550 миллионов рублей. На сегодняшний день возможности бюджета муниципального образования с учетом кредитных ресурсов составляют порядка 63 миллионов рублей. Поэтому, уважаемый Сергей Анатольевич и Владимир Алексеевич, я обращаюсь к вам и прошу финансовой помощи для завершения первого и второго этапа. У меня все. Спасибо за доклад. Андрей Михайлович, а в каком виде, в какой форме вы эту финансовую помощь себе представляете? К сожалению, средства, те, которые выделялись на данный момент по тем этапам, по которым я озвучил, выплачены полностью. Это я знаю, о другом. Вы говорите о необходимости финансовой помощи со стороны республики, муниципалитета. Что имеете в виду? О выделении дополнительных средств на завершение программы. В какой форме? На каком основании? Оснований пока нет, скажем так. Только штрафные санкции есть. Формы бывают разные, это межбюджетные трансферты, то, что называется безвозмездное перечисление средств. Есть поддержка в виде предоставления бюджетных кредитов, возвратных инструментов. Какой из них? Данный вопрос еще не прорабатывался. Давайте, прежде чем обращаться к главе с этим вопросом, давайте проработаем все до конца. Я говорю, да, тут это мое предложение. Вместе с Минфином, но и не сбрасывать со счетов те обязательства, которые сегодня есть у застройщика. В любом случае, те средства, которые выплачены в виде авансовых платежей, надо приложить все усилия для того, чтобы их вернуть обратно. Усилия принимаются на данный момент. 21-го давайте обсудим имеющиеся проблемы, что там происходит сегодня с фактическим состоянием подрядчика, какие работы остаются, что принципиально на сегодняшний день требуется доделать в первую очередь, что потом, какие есть механизмы, какие есть ресурсы, что принципиально уже проработано, в какой части, какие у вас уже есть предложения в этом направлении и какие у вас есть обращения, и как видение того, чтобы вместе с республикой в любом случае эту программу завершить.